родная, здесь мы живем, здесь наше сердце, наш отчий дом. Да будет мир, согласие и счастье. Да здравствует деревня Анюша, да здравствуют наши жители и гости. Мы рады приветствовать вас всех на нашем празднике. Я приветствую всех жителей деревни, дачников, гостей. А деревню знаю не понаслышке, здесь прошло мое детство. Очень красивая деревня, и я благодарю всех вас. Здорово. Мне очень приятно за приглашение, спасибо, благодарю организаторов. Ну и мир вашей деревне. Мария. Николаевны, кто не знает, 7 детей, 4 внука и 7 внучек. Давайте поаплодируем. А также мы... Добрый день, меня зовут Кузнецовская Любовь. А что вот вас связывает с деревней Анюша? Как правильно вообще звучит? Анюша или Анюша? Анюша. Анюша. Что вас связывает? Корни там? У вас родственники отсюда? Или вы как-то сами сюда приехали и вам понравилась данная деревня? Ну, во-первых, деревня Анюша, не в самой Анюше, Питкуя рядом, здесь 3 километра от этой деревни, у нас жила бабушка и дедушка. Все летние каникулы, зимние каникулы мы проводили у них в деревне. Здесь был магазин, мы приходили сюда за хлебом. Хлеб был весовой, большой, огромный, помню, как 3 булочки купишь и в сетке, авоське несешь вот эти 3 километра по берегу. Было очень здорово. Летом приезжали сюда на теплоходе, белый-белый теплоход, играет музыка. Но почему-то он не остановился в Питкое и не в Анюшах, только в Шошках. Из Шошек по берегу мы опять же шли до Питкоя пешком. Ой, да пропади она, моя головушка, ой, да полюбила я, да в омут с головой окунулась, да хлебнула горюшка. Да что ж за любовь такая, шаг ли всего до края? Красавица, день над водою, под луною, молодою, за зеленой листвою мы с тобою. Полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала за. Ты цыган, а я цыганка, оба мы цыгане. Не привыкай, но ждет нас деревенька, как старенькая мать. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни. Самой Анюши, значит, у нас жила сестра у бабушки. Мы тоже сюда приходили, когда приходили только в магазин. К ней заходили чай попить, проведать там такое. Здесь же опять был родительский дом. Дом был у отца, у его родителей. У нас семья большая, у нас 7 человек. 5 человек родились все здесь, в этой деревне. А дом стоял вот здесь, где много, большие кусты черемухи стоят, там был дом. Значит, была страда, летняя пора, шел сенокос. Все взрослые были на сенокос. Перед тем, как идти на сенокос, значит, постучали маме нашей, позвали ее на сенокос, она как раз выкрасила полы. Светло, солнце, и они все, значит, в дом-то нельзя было зайти так, как было крашено. Через окно посмотрели, Евстолия, а что полы-то малиновые? Я говорю, так и была, какая краска, в то время же ее не купить было. Все порадовались и пошли на сенокос.
Вот собирают сено, и кто-то говорит, ой, говорит, какой-то дым валит. И в столе эта мама наша, значит, поднимает голову, какой дурак затопил баню в такую жару. Минуты проходят, и до них доходит, что это горит дом, а дом горит наш, родительский. И вот все, кто были, они бегут, потому что в доме была маленькая Валя, ей было всего 2 месяца. И вот Надя, самая старшая сестра, она из горящей избы вынесла ее с русской печкой. Слава Богу, все остались живы. Все живы. Все живы, но это подвергнуло, значит, отец у нас был тогда, наверное, в то время уже был председателем сельского совета. И он поехал в Ембу, устроился он работать в мелиорацию. Значит, ну там уже тогда были большие деньги, хорошие, он пачками их приносил. И быстренько они построили дом. Значит, в 59-го начал строить. И в 60-м, вот я родилась в январе, и уже туда мы приехали в дом свой. Поэтому я сама в Княжпогосте, 5 наши здесь. После меня еще 2 брата, уже тоже емвинские. Так что, и, ну так получилось, что прошли годы, вроде бы мы все замужем, дети, растили их, подымали, а сюда душой всегда тянуло. В Питкою вернуться мы не смогли, хотя дом и земля наша, и до сих пор хоть сегодня туда едь, но там нет уже дома, разобрали его, просто распилили, ну, сами жители. Вот. А здесь остался от бабушки, который дом, и сестра старшая приезжала сюда просто летом. Она приезжала сюда летом, и мы, естественно, приезжали просто поспать. И вы не поверите, я вот приеду, покушаю, а я бизнесом занималась более 20 лет, свой бизнес был, и поэтому после обеда обязательно прилягу на диван и засыпала, как младенец. И я говорила, Господи, как я хочу здесь дом, я хочу сюда ездить летом, я хочу просто свой выходной провести здесь в деревне. Ну так получилось, что уже родственница в этом доме жила. Я подошла к ней, она уже старенькая была, у нее коза была. Я ее попросила, говорю, тетя Маша, тебе вот тяжело, давай я тебя буду возить, привозить, сколько живешь, тебе все сделаю. Только оставь мне этот дом, ну, для меня. Вот, ну, таким образом я его купила, мы оформили через сельский совет. Все, и как ее не стало, вот сюда приехала. И теперь я так люблю эту деревню, вы не поверите. Значит, перед тем, как Крым перейти России, я своим ходом ездила как раз в Белоруссию в гости. Через Белоруссию поехали на Украину, с Украины в Крым. И вот мы, когда приехали сюда, первое, что с такой скоростью мчалась, в Ембу не заехала на квартиру. Мы приехали сюда, я тут вышла, встала на колени и целовала землю. Так хотелось вернуться и просто здесь отдохнуть душой. Ты вернешься, хоть мне нелегко в разлуке сейчас. Сестра закрутилась, не верите, но опять мы вместе, там, где ты, там и я. Я похож, ты вода, где слова, как песня, там, где ты, там и я, словно тень и свет. Ходим вокруг да вокруг, это сильнее меня. Я тебе больше, чем друг, и надо что-то менять. Я сам тебя выдумал в своей голове. И я это видел, и ты, и не хватало твоей. И я это видел, и ты это видела в потоке людей. Я сам это выдумал, мир вопросительный, ночной порой. Против Ангелина Николаевна. А как давно вот вы еще проживаете в деревне? Вы отсюда родом, я так понимаю? Я отсюда родом, я родилась здесь. Понятно. Это получается, В 50-м году с родилась. 50-го года вы проживаете в деревне Анюша. Анюша. Ага. Я выезжала учиться. А что можете про деревню сказать? Что, вот ее основание, как основано, что вот с историей знаете, что вы сами знаете только? Да, конечно, наши деды, прадеды основали. Я это откуда знаю? Я не знаю про основание. Я прожила здесь, училась в Шушках, все. А родители
родители у меня отсюда. Тоже отсюда родом. Застали, наверное, получается, и все вот эти времена, и Великую Отечественную. Да, все. У меня отец воевал в 45 году. Он инвалид войны был. Мать всю жизнь тут работала, жила. Конюхом работала она. Я ей помогала все работать. У вас вообще большая семья, да, насколько я знаю? Да, у меня дома, да, 7 детей. Вы мать героиня, можно сказать. Да. В прямом смысле. Внуки, внучки сколько. Ох, Так вы что молодцы. у меня много их. Вот деревня, вот за вашу жизнь, что претерпело изменения? Что-то в лучшую сторону, что-то в худшую? Нет, в деревне все уже вымерли, вот, которые старые люди были, они вымерли уже. Остались все дачники, дачи понастроили здесь. Вот, а мы старые вот остались только. Все, Ежана. Ежана. Сейчас. Милость ты! Рядом микрофон. Празднуют рубиновую свадьбу. 40 лет они прожили вместе. В любви и согласии. Все невзгоды, все печали, радости, успехи делили все 40 лет пополам. На тропинке узенькой встретились с тобой. Пусть еще не сказаны главные слова. Знаю, пропадет твоя буйная голова. Там за околицей реченька река, там за околицей травушка трава. Заискрилась жемчугом пряная роса, погубила молодца девичья краса. Колдовскими чарами в плен тебя возьму. Под околицей черемуха цветет, там за околицей друг сердечный ждет. Где черемуха цветет. Ну, понятно, что, да, общая проблема, общероссийская, деревень и сел русских, ну, угасает, потому что, да, молодежи, понятно, нет работы. Вот вы бы что пожелали, допустим, ну, понятно, что властям и вообще так, руководящим кругам, допустим, для восстановления деревень, что бы тут сделать в первую очередь, чтобы привлечь сюда молодежь, понятно, но работа, понятно, вообще вот, что бы вы от души пожелали, чтобы восстановить вот село, все равно, потому что все в мегаполисы переезжают, но это тоже ненормально, что все в городах, как эти, все попереезжали, а в селе никого нет. А ведь почему люди уезжают из села? Потому что нет работы. И никакая власть, никто не поможет возродить деревни, если мы сами, люди, вот душой и сердцем не захотим этого. Ведь все, кто... Вот возьмите городские мегаполис, Москва, Питер. Много гостей у меня здесь было. И каждый ни один не уехал, чтобы не сказать: Господи, как здесь здорово. Вот это жизнь. Здесь по-другому течет время. Здесь все по-другому. Тут другие мысли, другие действия. Тут... Как вам сказать, вот здесь просто живешь, спится по-другому. Все хотят так жить, но почему-то не возвращаются. Жить в деревне можно. И я не скажу, что наша Анюша умирает. За последние годы, посмотрите, дома горели, новые ставили. К Новому году приходили в новые. Посмотрите, сколько новых домов, новых бань. Это о чем говорит? Люди тянутся сюда. Тянутся, потому что тут красиво, тут хорошо. Дорога у нас есть, электричество есть, интернет в каждом доме. Разве это плохо? А сегодня бизнес какой? Ведь можно онлайн, уже не нужно ходить на завод. Скоро все равно все это будет в онлайне. Согласен, перемещается в интернет. Да. Даже спокойно, Отдаленно. Через онлайн, в интернете, вот удаленно, да, можно находиться спокойно. Находясь в деревне, не находясь там в офисе, там, запаренном в городе. Далеко ходить не буду. Тут мой сын, тут невестка. У них онлайн-бизнес. Вот целую неделю тут сидим. 3 детей, они все, и мы, и работа движется, и все идет. Поэтому бояться не надо. Просто человек, когда захочет, он сам повернется в деревню. И никакая власть сюда их не вернет. Хорошо. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо. За осинки свои не сказала. Сейчас, давайте, покажите, как покажите. Он стоит, ты не видишь, что ли? Где кто стоит? Переезжай. Посмотри, что такого.
Что бы вот вы пожелали вообще вот для этой деревни и вообще вот так в плане русского села, чтобы возродить его? Что нужно здесь? Живет деревня еще, пускай возрождается. А здесь в основном дачники у нас. У нас-то этих осталось мало. Коренных жителей, да? Мало осталось. Но опять же, привязка, я так понимаю, если молодежи не остается, как и везде в деревнях, нету работы. Да. То есть, если бы государство уделяло внимание в плане... Конечно, совхозы задушили, негде работы нету, нигде нету, все. Понятно. И вот молодежь бежит отсюда. Но все равно, вот у вас, смотрю, сегодня праздник, да, юбилей. Да. Все равно приехали многие, душа болит за деревню. Вот это самое, все, которые жили тут, все наши приехали, наши. Вот Мишка Матвеев, он тоже с этой деревни здесь родился, он тоже. Конечно, надо, чтобы больше людей, приезжало все-таки на село, потому что человек связан, все-таки на земле должен жить, а не в небоскребах каких-то там. Кто-то, кому нравится, пусть живут, да, разговоров нет, это свобода и воля, выбор человека, но все равно плохо, что что все уезжают, масса толпами живут в городах, это тоже ненормально, да, ведь все равно же должно быть. Лучше жить, конечно. Чистый воздух, свежий воздух. Две лошадки было у меня, корова была, свиньи вот эти самые, куры были, все хозяйство было, а потом уже не стало держать. Здесь вообще у меня сестра только корову держит, и все, больше никто ничего не делает. Понятно. Все извели. Потому что тяжело начало, жизнь-то тяжелая стала, не стали помогать. Ничего. Солнце и облака, на землю тень легла, грустно сердцу одинокому, без надежды и тепла. Я останусь с тобой и в любви в огне, я останусь с тобой, плыви на земле. Я останусь с тобой и в любви в огне, я останусь с тобой. Деревня наша очень хорошая. Все тут живем дружно, очень дружно. Воздух здесь чистый. Очень здесь хорошо. Приезжайте к нам, Ванюша. Да. Отдых. И люди здесь другие, люди здесь добрые. Да. Здесь люди очень добрые, очень-очень добрые. Гостеприимные. И все хорошие. Да. А вот, допустим, когда кто-то приезжает с городов, допустим, да, то вообще не было, так вот, деревни, вот сюда вот приезжает, сталкивались так вот, как они, их мнение о деревне какое вообще? Очень хорошее. Очень они хорошие. Даже ой, комары. Такие у них впечатления, что они сами еще не могут об этом рассказать. Да. Здесь очень красиво. Если надо, приезжайте на рыбалку, я свожу на рыбалку. Спасибо. На спиннинг повозить, там на фидер. Вообще отлично. У нас речка вон какая большая, это чуть меньше Вычегды, но очень большая. В деревне у нас всю жизнь было весело, красиво. Любить труднее, чем любить. Ничего для нас не поздно, ничего для нас не рано. Улетят и возвратятся на рябину снеги. Хороводят, а на мне не женятся. Хороводы хороводят, а на мне не женятся. А расцветали яблони в саду, и всем на радость, ко мне на беду. А я ждала тебя, едва дыша. Не пойму, где
хочу сказать за осинки свои волшебные. Вот посмотрите, какое поле, и ни одного деревца нет, да? А вот эти осинки, вот высота. Вы знаете, как они лечат? И многие, кто приходили, вот голова болит, говорю, да подойди к осинке, обними, постой. Я говорю, всю боль заберет. Так оно и есть. Я ведь тоже была очень такой больной. А у меня деревня вылечилась. Но никто не скажет, что я лежала по полгода и не двигалась. Никто. Потому что здесь природа, мать, сама лечит. Контакт с землей. Обязательно. И с природой, с землей. против природы идти нельзя. Вот, потому что, вот смотрите, трава, ее тоже надо косить, да? И куда ее девать? А я одна, я сама кошу. У меня вся картошка растет в сене. Я ее не пашу, не окучиваю, не полю. Пришла травку осенью, разгребла сено это, собрала картошку, все. Почему бы не жить здесь? Сегодня можно жить и нужно жить. Только здесь, в деревне, человек себя чувствует человеком. Здоровым человеком. Мы все всю жизнь все здесь выросли все вместе. Вы одна большая семья, так я понимаю, да? Одна Сегодня большая брал... семья. Мама брал интервью, да, 7 У человек. нас семья 7 человек. Да. Просто не хватает тут, ну... Это лишь частичка. Да. Да, это еще... Большая, Да. дружная, многодетная Да. семья. Нас очень много, нас 7 человек. Это еще частичка. Да, это еще Маленькая, частичка. но она же, если всю семью собрать, Да, вообще большая нас будет. очень много. Если сюда люди приезжают, они здесь остаются. А у нас отсюда автобус ездит, детей увозит в школу Да, отсюда. отсюда автобус Да, ездит, если... школьный автобус увозит детей в школу Да, отсюда, да. заезжает. Хочу сказать для государства. Пускай это берут само государство, пускай берет в свои руки и пускай создает совхозы, там, колхозы. Ну, как раньше было, раньше. и Да, мы все бы оставались, да. многие бы оставались, по И крайней все, мере, здесь. и все бы были в работе. Как раньше. Да. Я вырос, мне 41 год. Я тоже Ровесник здесь мой. выросла, мне 45 Мне 41 лет. год, и я помню эти советские времена. Работа была везде, даже в самой захолустной деревне. Я тоже здесь выросла, в этой деревне. Мне 45 лет. И сам я работал вот с 7 класса и пас коров. Ну, мамка как бы это, ну, я за нее пас коров, а мамка как бы за меня деньги. Ну, это... Танцуйте и веселитесь! Сегодня праздник! Холодный кофе, сигарета, опять сама. Что мой мужчина рядом где-то со столиком один. Дай мне уйти одной домой, но в этот холодный вечер хочу потерять покой. Долго ждала я этой встречи, дай мне уйти одной домой, там пустота и холод, там пополам расколот, камень счастья мой. Ну да, сейчас молодежь что-то не та пошла. Их надо сюда на исправление при нормальному естественному труду. И здорово, вот такие пацаны, как я. А наши времена вспомнить, Да, мы честно. сидели здесь, у нас ни телефонов, ни телевизоров таких было, ни компьютеров, Давай ничего. нормально разговаривать. Ничего не было, мы так жили, росли. Гуляли. Правда, мы жили так. Минус 40 все на улице. Там. Да. А что я раньше Да. делал? Я рогатый, Я в строчил. 30 Вот. с лишним градусов мороза напрямую через это ходила в школу. нормально Никто было. не ныл, Раньше пешком раньше ходили. ходили пешком, с Да, Танюшей, вот да, так тонули в снегу и ничего, выжили. Все живы, здоровы, ничего Все страшного. живы, не здоровы. В 6 утра подъем. Да. И ничего, выжили. Ну, понятно. Зато мы живые и здоровые. Обязательно Обязательно на лошади приезжайте. покататься. Вот. Всё, У спасибо. нас лошадь будет. Непонятно все на запятой.
Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются, а ты пой, пой со мной, make some noise. А по факту